Добрый вечер! Однако пора вновь затронуть, пожалуй, самую актуальную на сегодня тему – избирательную кампанию депутатов ВЛТУМЭН. Вернее, методы, которые некие темные силы используют для агитации нас с вами, дорогие избиратели. А эти методы все больше напоминают передачу «Большая стирка», горы грязного белья кандидатов и ноль полезной информации. Никак не уймутся враги единороссов Михаила Деревяшкина и Виктора Лешко. Очередной номер фальшивой индустрии Севера просветил нерюнгринцев насчет личной жизни Михаила Павловича и его, как утверждают авторы листовки, многочисленного и дорогостоящего имущества. Вменили ему неузаконенные отношения с женщиной, на которую он зарегистрировал парочку вилл. Эту тему авторы боевого листка смаковали целых 3 страницы. Видимо, количество компроматов на Михаила Деревяшкина не безгранично. Последняя страница этого гид-материала посвящена Виктору Лешко. То ли с личной жизнью Виктора Ивановича все чисто, то ли авторам просто не удалось вытащить какой-никакой скелетик из шкафа. Но большой стирке подверглась только служебная деятельность этого кандидата. На суд читателей вынесли дисциплинарные и административные проступки Виктора Ивановича и даже попытались пришить уголовное дело. Но на этом атака на станционного смотрителя не закончилась. На прошлой неделе идейные вдохновители черного пиара поставили Виктора Ивановича совсем уж в дурацкое положение. В округе появились листовки, якобы от его имени, в которых Виктор Иванович призвал нас, своих избирателей, скинуться ему по 10 тысяч рублей на выполнение наших же наказов. Иначе депутату Лешко будет сложно, а то и практически невозможно выполнить все, что мы ему наказали. Формула, надо сказать, многим нашим руководителям известная. Дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Видимо, теперь Виктору Ивановичу придется серьезно попотеть, чтобы объяснить своим избирателям, что он не верблюд. Но самые мерзкие помои, очевидно, теми же силами были вылиты на кандидата в ВЛТУМЭН Александра Кашукова. Перед выходными избиратели Нерюнгринского района просто ошарашили листовками такого похабного содержания об Александре Андреевиче, что их даже в качестве туалетной бумаги использовать стыдно. Авторы этого агитационного материала выдали столь буйный полет нездоровой фантазии, что на конкурсе за самые грязные домыслы могли бы занять первое место. Впрочем, они явно переборщили. Информация, изложенная в упомянутых листовках, настолько абсурдна, что вызывает чувство стыда за организаторов этой акции. Кстати, налицо странная закономерность. Чем популярнее кандидат, тем грязнее обвинения против него. Кстати, очень хочется понять, за кого же нам должно быть стыдно? И кто же так щедро льет грязь практически на всех лидеров предвыборной гонки? Согласитесь, логично предположить, что организатор этого беспредела тот, кого этот поток черного пиара не задел. Пока не забрызганными остались многодетная мама Оксана Кожемякина и справорос Валерий Селин. Их имена почему-то всплывают только в чистой агитации. Ну и о ней, можно сказать, было бы смешно, если бы не было так грустно. Многодетная мать Оксана Кожемякина наконец-то обнародовала свою программу, в которой открыла нам глаза на то, кто же такие депутаты и чем они должны заниматься. Кандидат Кожемякина честно признается, что не питает никаких иллюзий насчет своего возможного депутатства. Она уже сейчас знает, что никак не сможет влиять на законотворческий процесс в республике и районе. Поэтому не может не радовать, что Оксана Александровна, цитирую, придумала некую модель взаимодействия депутата и общества. По ее мнению, депутат может, цитирую, снабжать горожан информацией, а они, горожане, смогут на деле осуществлять общественный контроль над районной жизнедеятельностью. В общем, тоже спасение утопающих, только бесплатно. Правда, возникает вопрос, а зачем нам вообще такой депутат? Отличился на этой неделе и сэр Валерий Селин. Он даже не вышел, а вылетел из сумрака, где пребывал большую часть избирательной кампании, и, видимо, решил по-быстрому наверстать упущенное. В одну совсем непрекрасную ночь для горожан стикерами, призывающими голосовать за Селина, оказалось заклеено все, что можно.
а главное то, что нельзя. Обратившиеся в редакцию возмущенные жители рассказали и показали, что агрессивные наклейки появлялись на стеклах автомобилей, детских колясках и велосипедах, оставленных на ночь в подъездах, на дверях квартир и в лифтах. Как сообщили нам телезрители, наклейки очень плохо отдираются и оставляют практически несмываемые следы. Но как тут не вспомнить про человека, которого заставили Богу молиться? Вызвал интерес и предвыборный плакат Валерия Селина, в котором Валерий Викторович обещает, видимо, всем нам полную занятость. Будем работать, независимо от того, хотим мы этого или нет. Особенно настораживает небольшой блестящий предмет, который кандидат держит в правой руке. Вместе с категорическим лозунгом Валерия Селина и его агрессивными методами наглядной агитации выглядит довольно устрашающе. Как показывает весь ход этой избирательной кампании, к любителям черных технологий аппетит приходит во время еды. Закуски нам уже попытались подать. То, что погорячее, видимо, подадут позже. Слух этой недели. Кандидат в депутаты ЛТУМЭН господин Павлов повторно отказался от должности министра профессионального образования в пользу депутатства. Если это так, то почет ему и уважение. А правда ли это, узнаем после приезда вице-президента Дмитрия Глушко. Однако пора закругляться. Думайте сами, дорогие земляки, решайте сами и не поддавайтесь на провокации и неоднозначные обещания.